Месяц назад для такого стандартного ДТП произошли изменения, вроде как незначительные. Инспекторы перестали выдавать справку о ДТП. Однако страховщики сказали, для нас этот документ чуть ли не жизненно необходим. Ну, нам 18-го выдали, все нормально, без проблем. А на самом деле, что не выдают? Виль Шайхутдинов успел получить необходимую справку об аварии. Его автомобиль пострадал 18 октября, за несколько дней до отмены документа. ДТП вызвали ГАИ, нам сказали, приезжайте прямо по адресу такому-то. Мы приехали, сразу без проблем нас оформили и все сделали. Справка сошла с полосы 20 октября. Сейчас инспекторы после аварии выдают только постановление. Справка, она лишь дублирует те материалы дела, которые и так составляются сотрудниками ГИБДД. Никакого дублирования, говорят страховщики. Для компании этот документ отвечал на важные, почти драматические вопросы. Кто виноват, а кто пострадал. Подробно расписаны последствия лишь тех ДТП, при которых люди получили увечья. Таких ДТП у нас в России 10% от общего количества ДТП происходящих. Поэтому мы говорим, что остальные люди, где не рисуется такая схема, оказываются без должных нормативных документов. Автоюристы же уверены, запросы страховщиков надуманы. Перестроиться на новый режим придется, как только автовладельцы начнут судиться. Не то что успокоиться, они перестроят свою работу, начнут работать, уже не требуя этих справок. Потому что всю информацию, даже если что-то не хватает, они всегда обращаются к ГИБДД. ГИБДД с авариями не нужно связываться вообще. Они у нас должны вон за дорогами смотреть, за пешеходами смотреть. На последней встрече автостраховщики и инспекторы пришли к единому мнению. Полиция пообещала давать более подробную информацию в существующих документах. Альбина Минибаева, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.